Владимир Геннадьевич, завтра нас ждет еще один матч с Алаем, который уже успел провести одну игру под руководством нового тренера. Что изменилось? Изменилось ли что-то в игре этой команды? Да, мы ее посмотрели, эту игру. Ну, если честно, я не увидел сильных изменений. Видно было, что команда была предельно мотивирована после ряда неудачных игр. Возможно, это повлияло на такую крупную победу над Бишкек-Сити. Ну и плюс, наверное, Бишкек-Сити не оказал того сопротивления, которое должно было в такой игре быть, на мой взгляд, достаточно легко. Алай забивал голы, и, в общем, повторюсь, достойного сопротивления не было. Дурду одержал 2 уверенные победы в 2 играх полуфинала. Не добавит ли это какой-то уверенности или, может быть, даже самоуверенности нашим игрокам? Уверенности, я надеюсь, добавит. И очень надеюсь, что не добавит самоуверенности. Потому что, да, сейчас и команда соперника будет предельно мотивирована, чтобы и своим болельщикам доказать, что те, наверное, обидные поражения, которые у них были в матче с нашей командой, были случайностью. Но это все, на мой взгляд, закончится до первого нашего забитого мяча. Я думаю, если мы забьем ранний гол, или вообще какой-то гол забьем, то будет намного тяжелее соперникам, чем нам. Спасибо, нам удачи. Нам удачи. Кай, у нас сейчас в чемпионате идет очень упорная борьба. Хорошо, что мы вырвали 3 очка в Кочкорате, но завтра нас ждет еще один матч, еще один упорный матч и против сильного соперника. Что можешь сказать по команде Алай, против которой ты уже сыграл и даже забил? Да, я думаю, завтра очень тяжело будет с Алаем, потому что они сейчас тоже тренера поменяли. Думаю, по-другому настроятся. Мы сейчас 3 раза с ними уже сыграли, 3 раза выиграли. Я думаю, нам тоже надо показать, что это не случайно было. Я думаю, мы хорошо настроены, готов на игру. И надеюсь, что мы можем завтра 3 очки забрать и второе, может быть, первое место занять. Спасибо.